Рождество Христово – это поистине великий и светлый праздник для всех христиан. О громадном значении данного праздника рассказал нашей съемочной группе священнослужитель Камрадского кафедрального собора Иоанна Предтечи Ерий Василий. Рождество – это, как мы знаем, это радость в первую очередь. Когда рождается младенец, в каждой семье это бывает великая радость. А если Рождество самого Господа, Бога нашего Иисуса Христа, это радость для всего мира. В преддверии рождественских праздников у центрального входа в Камрадский собор уже на протяжении многих лет устанавливается макет декоративного вертепа. Это воспроизведение сцены Рождества Богомладенца с использованием объемных фигур. Хотим показать, в первую очередь, для людей именно сам факт праздника, то, что это великий все-таки праздник. Хотим показать для детей, что сам как дитя мы Господа Бога принимаем, то есть ту чистоту, ту святость показываем для людей, что Господь все-таки родился, что это праздник не просто обычный праздник, но это необычайный праздник для нас всех. У вертепа всегда есть прихожане, которые интересуются рождением Богомладенца Христа. Сюда приводят и детей из дошкольных учреждений. Мы сегодня с детьми пришли в церковь, чтобы дети увидели, с какой целью люди отмечают праздник рождения Иисуса Христа, в какой это день отмечают и с какой целью. Дети, естественно, мы рассказали им немножко истории о рождении Иисуса Христа, спели колядки и прочитали молитвы. Хлеб насущный дай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Твое царство и сила, и слава во веки. Аминь. Очень хорошо сказывается на душах детей, так как это воспитывает любовь к традициям нашим и бережное отношение к культуре и духовному воспитанию. Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начался 28 ноября и длился ровно 40 дней, до 6 января. Чтобы выдержать полный пост, нужна большая сила воли. Вот я держала пост, причащалась. Сейчас, с 6 января, уже заканчивается пост. Но завтра, как вторник, не кушается целый день, кто хочет, до появления первой звезды. Этот пост установлен для того, чтобы люди очистили себя покаяниями, молитвою и встретили Рождество Христово с чистым сердцем и с добрыми помыслами.